alustab järgmises koosseisus number 16 Viktor Gussev, number 26 Deniss Komšin, number 77 Dmitri Kavinet, number 80 Jevgeni Malahov, number 5 Deniss Kulikov, number 22 Vsevolod Zasухhin. Number 17 Ilja Medvedev, number 42 Aleksei Tikhonov, number 4 Nikolai Martšuk, number 27 Nikita Apet ja number 19 Lasha Kemustasvili. Varus on number 1 Maksim Psihhomehnikov, number 10 Kirill Davidenko, number 14 Roman Lebedev, number 2 German Narnitski, number 3 Raivo Saar ja number 12 Ladislav Smolin. Infonet alustab järgmises koosseisus. Number 25 Maksim Senetsov, number 24 Aleksandr Volodin, number 5 Vladimir Tšvetko, number 4 Jevgeni Spiridonov, number 14 Deniss Nukov, number 20 Pavel Tõmov, number 7 Artjom Badjuk, number 30 Roman Sobtšenko, number 19 Edgar Turr, number 15 Eduard Kolovjov ja number 22 Deniss Maksimenko. Varus on number 1 Mark Fokin, number 8 Andrei Grigorjev, number 9 Aleksandr Ossipov, number 11 Juri Akimov, number 13 Timur Gulavkin, number 16 Alam Mones ja number 38 Deniss Kordov. Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала ЛТС и любители футбола. Мы начинаем репортаж с игры 4-го тура чемпионата Эстонии в первой лиге по футболу между Таллинским футбольным клубом «Инфонет» и Кохлоярским клубом «Яри». Начинает у нас игру команда из столицы «Инфонет», которая начинает игру в таком составе. В воротах стоит под номером 25 Зеленцов Максим, номер 24 Володин Александр, номер 5 Сверков Владимир, номер 4 Спиридонов Евгений, номер 14 Внуков Денис, номер 20 капитан команды Дымов Павел, номер 7 Бадюк Артем, номер 30 Совченко Роман, номер 19 Эдгар Тур, номер 15 Головлев Эдуард и номер 22 Максименко Денис. Команда футбольного клуба Яри начинает эту игру в следующем составе. Вратарь номер 16 Виктор Гусев, номер 26 Комшин Денис, номер 77 Габинет Дмитрий, капитан команды номер 80 Малахов Евгений, номер 5 Куликов Денис, номер 22 Засухин Всеволод, номер 17 Медведев Илья, номер 42 Тихонов Алексей, номер 4 Марчук Николай, и номер 27 Апет Никита и номер 19 Хемухташвили Лаша. Судит нашу сегодняшнюю игру судейская бригада из Сталина. Главный судья Дмитрий Кириллов, помогает ему Янус Мутли и Мартин Лели. Игра началась с обоюдной разведки. Мяч получает Алексей Тихонов, двигается к центру, переводит мячик на край. Лаша простреливает, но защитник. Мячик у Дениса Куликова отыгрывает Илье Медведеву. Всеволод Засухин. Команда футбольного клуба Яры пыталась провести контроль мяча, не получилось. Мячик у Инфонета. Капитан команды Павел Дымов отыгрывает Эдгару Туру. Борьба, Тихонов не видит продвижения, с мячом двигается сам и ошибается в передаче. Перехватывает защитник и попробовал пробить поворотом. Погода сегодня в столице ветреная. Поэтому создает некоторые трудности. Ошибается Дмитрий Габинет. Пас Эдуарду Головлеву. Игра в штрафной площади футбольного клуба Яри. Но грамотные защитные действия привели к тому, что мяч оказался у Виктора Гусева.
Виктор Гусев выбивает. Неудачно. Борьба. Мячик у защитника. Под номером 24 команда Инфонет играет Александр Володин. Контроль в центре поля. Денис Нуков, Павел Дымов отыгрывает номеру 7. Павел Дымов переводит, но неудачно. Аут. Выбрасывает аут футбольный клуб Яры. Посмотрим, что из этого получится. Эдгар Тур обыгрывает своего визави, и Евгений выбивает в аут. Из-за боковой выводит команда Инфонет. Инфонет двигается. Движение в разрез пас Эдуарду Головлеву. Опять Эдгар Тур. Почему-то тут никто его не встречает. Опасный. Выскочил опасно. Защитник проспал. И Роман Совченко не попадает в ворота. Витя Гусев решил сыграть через последнего защитника. И команда Яры пытается контролировать мяч. Опять ошибка. Почему так? Почему так? Непонятно, почему так. И первый удар Виктор Гусев справился с ним. Со вторым ударом Евгений Малахов пытался в подкате отбить этот мяч, но не получилось. Отбил его в свои ворота. Эдуард Головлев, автор первого гола в нашем матче. Начало обескураживающее. 1-0 выиграет Инфонет. Денис Куликов после розыгрыша получает мячик. Евгений Малахов, Денис Куликов в центре. Перевод на левый фланг. Илья Медведев, но немножечко не точно. Инфонет решает отыгрываться через вратаря. Ошибка. Павел Дымов переводит в край. Максименко. Денис. Инфонет контролирует мячик. У них это очень хорошо получается, так как Ярви не пытается даже прессинговать. В край. Мячик под контролем. Филол Засухин доборолся. Молодец. Евгений Малаков отыгрывает Денису Куликову. Денис Куликов Тихонову. Что будет дальше? Денис Комшин. Здорово. В одно касание, но Денис Нуков успел. Павел Дымов. Аккуратно. Играет в край. Лаша начинает. О, какой отскок. Неприятный отскок. Лаша пытается прессинговать. Здорово доборолся. Где этот пас? Где этот пас? Никита Апет. И судья показывает на пенальти. Никита Апет создал все условия для того, чтобы защитники сбили его в штрафной. Заслуженный пенальти, по мнению судьи. Илья Медведев на точке. Удар. И вратарь отбивает. Неудачно. Да, Максим Зевельцов угадал и парировал. Бывает. Головой. Номер 19 Лашин Футашвили будет его подавать. Посмотрим, что из этого получится. Борьба. Илья Медведев выигрывает, но мячик уходит от него до отворот. Максим Зельцов сразу выбивает в линию атаки Инфонета. Защитник отыграл. Штрафной.
Мяч у Ильи Медведева. Денис Куликов играет на Дениса Комшина. Пас Максименко. Максименко отыгрывает назад. Головлев, Внуков. Перевод в край. Защитник отыгрывает Дымову. Центральному полузащитнику. Головлев, Внуков. Попытка перевода. Получившийся. Дымов. Пытаются выходить с этого края, у них это немного получается. Дымов играет на Собченко. Дымов, Внуков. Ищут продолжение вперед, пока все зоны перекрыты. Вынуждает нападающих играть ближе к центру. Получается у них это. Денис Куликов пресекает пас. Тихонов, пас Лаше. Лаше Илье Медведеву. Ну, Илья Медведев уже тут под присмотром. Мяч опять у Инфанета. Не держится совсем мяч футбольного клуба Яри. Леха Тихонов борется, но неудачно. Атака, позиционная атака через левый край. Эдгар Тур получает. Лаша молодец, доборолся. Никита опять получает мячик. Что же он будет делать? Страховали. В результате подстраховки. Денис Комшин аут. Выбрасывает в направлении Коли Марчука. Борьба. Да. Пока в единоборствах Яри проигрывает Инфанету. Алексей. Опа. Опасно. Не понравилось Павлу Дымову, как с ним обошелся Алексей Тихонов, и в ответ его ударил. Получает желтую карточку. Павел Дымов, капитан, да, за неспортивное поведение. Судья молодец. Пресекает с самого начала игры. Штрафной исполняет Евгений Малахов. Посмотрим, что он придумает. Навес в сторону Лаши. Лаша попытался побороться. Алексей Тихонов выходит, но сейчас, конечно, Дмитрий Габинет разобрался в ситуации, головой скинул Виктору Гусеву. Евгений Малахов отыгрывает. Дима Габинет играет Лаши. Лаша ошибается в передаче почему-то. Создается зона свободная, но предпочли играть через центр. Роман Собченко на крайнего. На Будюка Артема. Отыгрывается. Денис Куликов. Неточная передача в исполнении Ола Засухина, но справедливости ради надо сказать, что Илья Медведев мог бы откликнуться на эту передачу движением. Аут. Всеволод Засухин выкидывает мячик Илье Медведеву. Дмитрий Габинет играет в край Денису Комшину. Денис Комшин пытается ускорять этот процесс ведения мяча. Лаша смещается в центр. Отыгрывается Илье. Илья Коля Медведев. Ой, Марчуку. Простите. Денис Медведев. Денис Внуков, простите. Решил отправить на рандеву с вратарем Артема Головлева, но у него это не получилось. Для Медведев отыгрывает Женю Малахову. Аккуратно. Павел Дымов очень грубо играет почему-то. Имея желтую карточку, надо аккуратнее играть. Судья. Какая реакция будет? Наверное, последнее предупреждение.
Евгений Малахов получил травму. Очень нехорошо. Болезненная травма. Сможет продолжать, не сможет. Посмотрим. Но Евгений Малахов боец, он должен продолжить. Пас Коле Марчуку. Коля Марчук. Где-то надо уже быстрее это движение мяча делать. Женя здорово отыгрывает в линию атаки на Илью Медведева, но чуть-чуть не точно. Павел Дымов отыгрывает Собченко. Собченко играет с Будюком. Бадюк дальше на Романа Собченко. Женя Малахов встречает. Тут же Всеволод Тасухин. Молодцы, переместились. Денис Нуков переводит на край. Здесь Денис Комшин уверенно отыгрывает. Лаша отыгрывает Никита Апету. В надежде на то, что он его... И неужели у нас в первом же тайме уже замена? Вместо Владислава Сломина Влад Смолин выходит вместо Лаши Яхматушвили. Что-то, наверное, не получилось. Не понравилось тренеру в игре Лаши. И Влад Смолин попробует навести порядок где-то в рядах футбольного клуба Яри. Эдуард Головлев неудачно принимает. Леха Тихонов принимает мячик, но долго, очень долго. Эдгар Тур отыгрывает Головлеву. Центр на Дымова. Напрашивается продолжение в правый край. Все верно. Защитник отыгрывает крайнему нападающему, но немножечко не точно. Мячик ушел в аут. Яро выкидывает как-то неудачно. Не поняли друг друга. Отлично Коля Марчук доработал. Никита Апет решился на удар. Но Максим Зюльцов на месте. Максим Зюльцов успокаивает свою команду и спокойно выводит через крайнего защитника Александра Володина. Фанат контролирует мячик через левый край. Оп, здорово. Скидывает, опасно. Денис Куликов очень опасно играет. Штрафной. Да, раз у нас уже вышел один запасной игрок, можем напомнить, что в команде Ярви, кроме Владислава Смолина, номер 12, есть еще Райва Сар под номером 3, Нарнинский Герман под номером 2, Лебедев Роман под номером 14, Давиденко Кирилл под номером 10 и вратарь Сухомятников Максим. Фанат контролирует мячик, позиционная атака. Денис Нуков. Роман Собченко здорово нашел Эдуарда Головлева. Скидка немножко не точно. Денис Куликов замешкался. Пас Никите Апету. Никита смещается в центр. Что-то не очень не получается у Никиты Апета сегодня поиграть в нападении. Кроме удачного движения в штрафной площади, пока у него не получается зацепиться и продолжить атаку футбольного клуба Яри. Опять Павел Дымов с мячом. Крайний защитник левый поднимается. Не нашел продолжения, возвращает через Дениса Внукова. Денис Внуков. Направился Павел Дымов. Павел Дымов отыгрывает. Фанат контролирует мячик в левом краю. Пока никто не прессинг не проводит Кухари. Поэтому очень вольготно себя чувствует. Команда Фанат опять закидывает. Но это уже пасы уже читается Виктором Гусевым. Отыгрывает Евгению Малахову. Денис Куликов. Опасно ошибается в передачах немножко своей. Влад Смолин борется. Пас Алексей Тихонов. Алексей Тихонов. Немножечко раньше надо было этот пас дать, потому что Коля Марчук уже в этот пас сначала не поверил. Коля Марчук борется. Здорово. Аут.
Денис Комшин мячик ушел. Белар Головлев вернулся как уже глубоко на свою зону, чтобы получить мячик. Перевод, здорово. Опять Илья Медведев принимает мячик в борьбе. Что будет дальше? Отыгрывает Денису Куликову, но напрашивается пас налево. Ну, очень долго, ребята. Пытаются контролировать мяч, долго видно, что соскучились по мячу все игроки. Опа, хороший разрезающий пас и не игре. Никита Апет. Разыгрывает Инфонет, это Эдгар Тур. Смещается в центр. Денис Нуков, перевод. Очень хорошо перевел. К крайнему защитнику. Опять. В этом же краю. Очень как-то все мелко играет. И вот нашли продолжение. Артем Бадюк простреливает. Но немножечко мягенько. И Виктор Гусев успел перехватить. Влад Смолин сразу закидывает. И Максим Зелесов ошибается в передаче. Села Засухин на Евгения Малахова. Его пока никто не встречает. Пас Денису Куликову. Сейчас надо делать немножко побыстрее. Никита опять сместился в край. Пока контроль мяча. Пока контроль мяча получается очень хорошо у Яры сзади. Впереди так не получается. Евгений Малахов ждет очень долго. Могут накрыть. Дима Габинет выносит мячик. Аккуратно, какое-то было болезненное столкновение у Никиты Апета с Евгением Спиридоновым. Нужна, наверное, врачебная помощь или нет? Да, погода совсем испортилась, поднялся ветер. Ну, вроде все обошлось. Назначает спорный мячик. Спорный мячик, наверное, и попросит, да, Денис попросит команду Инфонета, так как он был у футбольного клуба Яры. По правилам фейерплей Денис Нуков выбил его наполовину футбольного клуба Яры. И Авен начинает свое движение. Что-то как-то мелко, узко, флангов нету. Евгений Малахов ищет продолжение, нашел Сева Засухина. Опа, опасно, опять Павел Дымов. Опять Павел Дымов. В первом тайме уже столько много опасных нарушений, что... О, Денис Куликов, Денис Комшин, прошу прощения, нашел Николая Марчука, но пас получился немножко неточный. И атака. Фонет. Роман Софьенко спокойно, никто его не атакует. Отыграет Денису Внукову, который в большинстве случаев является плеймейкером в Фонете. Он ведет всю игру. Алексей Тихонов неудобный пас дал. И сейчас Павел Дымов переводит на Артема Бадюка. Там, наверное, будет забегание. Ярвит доборолась, молодцы. Опасно. Денис Нугов нарушает правила. Сева Засухин получает мячик один на краю. Все это как-то очень долго. Но заработал лаут. Яра перестала почему-то двигаться. Совсем замерзли, наверное, на поле. Коля Марчук нарушает. Мячик потерял и нарушил правила. Денис Нуков, Александр Володин переводит центр, Евгению Спиридонову. Передонов играет Максименко Денису.
Денис Внуков. Опять же отыгрывается в одно касание. Да, тяжело. На мяча тяжело играть Яре. Здорово Денис сыграл в прессинг, умница. Отыграл Коле Марчуку, но Коля Марчук был не готов почему-то. Почему-то ребята не... Роман Савченко набирает скорость, уходит на скорости, отыгрывается. Артем Бадюк, Роман Савченко, Денис Внукову. Александр Володин здорово переводит. Эдгар Тур. Влас Молин смещается. Денис Куликов. Ай-яй-яй, Влас Молин. Но этого касания хватило, чтобы Эдгар Тур не добрался до мяча. Витя Гусев подвигался, видимо, замерз. Женя Малахов. Денис Куликов, который в первом тайме очень много получает мячей. Влас Молин. Влас Молин от безысходности отыграл Денису Комшину, если честно. И тому я ошибся в передаче. Инфонет, опять Эдуард Головлев и спускается очень глубоко. Решили присануть здесь к Охлояре, но здесь не поддержали. Роман Савченко, край. Эдуард Головлев. Ну, Денис отработал, молодец в защите, здорово. Катя пытался оставить мяч в игре, но не получилось. Денис Максименко, Денису Внукову, который будет переводить, но решил сыграть через Павла Дымова. Александр Володин создает численное большинство. В правом краю Павел Дымов сместился туда. Коля Марчук попытался, не получилось. Павел Дымов навешивает, управляет Эдгара Тура. Эдгар Тур принимает мячик, Денис Комшин его встречает, отыгрывается. Что будет дальше? Савченко открылся и зарабатывает штрафной. Да. До ворот метров 20. Прямо по центру ворот. Удобная позиция. Тем более инфонета есть кому исполнить. Виктор Гусев командует, устанавливает стеночку. Судья отчитал положенные, по его мнению, 9 метров. И посмотрим, чем все это закончится. Да, ведь погода совсем испортилась, снег пошел. Александр Володин бьет, но это Витя Гусев очень спокойно сыграл. Увидел Никиту Апета, здорово выбил. Никита Апет доработал, но по страховке, в результате по страховке Денис Внуков отыгрывает в край левый. Максименко Денис. Внуков. Опять мелко. Контроль. Одной край. Продолжение вперед пока не намечается. Наверное, там... Давай. Извините, это я уже. Александр Володин ищет продолжение вперед. Не находят, но пытаю Эдгару Туру закинул вперед, но Денис Комшин в порядке. Влас Молин правильно высказывает своим партнерам, что движения впереди и нету. Все как-то это на месте. Витя Гусев попытался найти, Денис справился с этой подачей. Влас Молин. Дмитрий Габинет попробовал. Отлично закинул почему-то. Алексей Тихонов не славился никогда хорошим дриблингом. Здорово отыграл. Дима Габинет подключился, здорово навес. Вратарь перехватил и через Дениса Внукова и сразу в край, в правый Артем Бадюк. Что-то какой-то несуразный какой-то пас.
привел к потере. Надо пробовать, пробовать. Яре надо уже что-то придумать впереди. Опять Никита опять забежал вне игры. Тренер, наверное, на это ему обратит внимание в перерыве. Разыгрывают. Опять через Дениса Внукова. Левый край, левый защитник поднимается. Пас. Поторопился немножко, да. Денис Куликов ищет продолжение. Играет через Женю Малахова. Опять никакого движения впереди нету Яры. Алексей Тихонов получил пас. Пытался проникающим пасом вывести Никиту Апета в 1-1, но пас немножко не точно оказался. Защитники отработали Инфонета, отыгрывают на Дениса Внукова. Денис Внуков опять левый край. Павел Дымов, который замешкал. Отыгрывает крайне Александр Володин на своего же крайнего нападающего. Эдуард Головлев тоже опять очень глубоко опускается изредка. Опять пас, отыгрывает. Контроль мяча, позиционная атака. Хороший перевод. Защитник попробовал дальним ударом. Витя Гусев контролирует. Но надо быстрее. Ярый почему-то стоит. Не верит в то, что они что-то могут быстро придумать в контратаке. Опять в первом тайме только последние защитники больше всего держали этот мяч, контроль. Денис Комшин. Денис Комшин здорово кидает Никиту Апета почему-то, но немножко не точно. Неточная передача. Максим Зеленцов начинает атаку Инфонета. Инфонет ждет своего часа, никуда не торопится пока. Позиционная атака, ждут, когда отыгрывает Эдгар Тур, но Денис Комшин немножко уже привык, как играет Эдгар Тур, к его финтам, поэтому раз за разом его все время накрывает. Здесь Павел Дымов создал численное большинство, получил мячик один. Аккуратно, Влад Смолин. Ребята, у Яры не получается, мячик совсем не держится почему-то. Играет Максименко Денис, отыгрывает Тамбадюк, да, поле совсем покрывается снегом, и поэтому очень сложно иногда. Искажение плохое. Да, не поняли друг друга Денис Куликов и Никита Апет. Денис Внуков сразу не получилось атаку начать, поэтому приходится опять играть в позиционном нападении. Через контроль мяча. Байдюк, Денис Комшин здорово опять прочитал. Денис Куликов, крайне будет. Никита опять хотел, конечно, опа. Савченко перевел на край. Здесь Евгений Малахов прочитал этот пас. Артем Бадюк, пас на Эдуарда Головлева, что он в штрафную входит, прострел. Касание Димы Габинета, и Всеволод Засухину мяч попадает в ногу. Ну, головой. Кстати, первого головой. Ворота Яры. Да. Александр Володин пытается подать головой. Розыгрыш. Денис Внуков будет, наверное, подавать. Подает.
Витя голосом в присущей манере, криком. Никита опять очень тоже глубоко получает мячик, но почему-то не играет. Почему-то с Алексеем Тихоновым хотел дать пас в край, не получилось. Грешат футболисты футбольного клуба Яры неточными передачами. Поэтому очень часто играют без мяча. Инфанет контролирует мячик, они могут себе это позволить, выигрывая 1-0. Денис Нуков, Максименко Денис. Влад смещает, чтобы его встретить. Опять проникающий пас на Эдуарда Головлева. Эдуард Головлев отыгрывает, но не точно, замешкались. Футбольный клуб Яры этим не воспользовался. Павел Дымов отыгрывает Артему Будюку. Денис Куликов немножко Куликов нарушил правила. Евгений Спиридонов назад. Александр Володин смещается в центр. Опа, какой хороший пас. Но Дима Гамбинет этот пас прочитал, перехватил, отыгрывает Алексею Тихонову. Алексей Тихонов принимает мячик и закидывает Никиту Апета. И никто его не поддерживает в атаке почему-то. Ну и Никита Апет не догнал. Пас. Да. Денис Нуков. Максименко Денис. Пас. Романа Собченко, но немножко неточный. Илья Медведев играет Денису Куликову. Денис Куликов закидывает в край Денису Комшину, который очень первый раз только, наверное, в первом тайме подключился. Ай-яй-яй-яй. Да. Поляна, конечно, футбольное поле, то бишь, совсем испортилось. Скольжение мяча, поэтому ребятам очень тяжело работать с мячом качественно. Эдгар Тур. Аут. Справедливо замеченный линейным судьей. Денис Комшин. Судья, исходя из погодных условий, предложил во втором тайме поменять цвет мячей, чтобы он был виден на этом поле. Денис Комшин прорывается, навес, на дальнюю, но там низкорослый Никита Апет не сможет бороться с высоченными защитниками Инфанета. Какая-то у них получилась стычка. Артему Будюку не понравилось, что Никита Апет проводил его до рекламного щита. Судья их обратил на это внимание. Кура. Роман Собченко отыгрывает Денису Внукову. Денис Внуков переводит. Александр Володин. Очень высоко поднимается крайний защитник. Как правый, так и левый. Позиционная атака. Ребятам уже ничего не видно, потому что снег, ветер боковой, снег попадает им прямо в глаза. Контроль мяча. Роман Собченко, да, ничего не видно. Не позавидуешь футболистам. Александр Володин ошибается. Да, что-то немножко Инфанет концентрацию потерял немножко, и моментами бывает, что заигрываются. Максименко Денис подает. Влад Смолин головой перехватывает. Мяч отскакивает Виктору Гусеву. Виктор Гусев играет идею Медведева. Илья Медведев все Засухину. Он отыгрывается. Движения нет. Напрашивается пас направо. Алексей Тихонов. Пас не получился. Перехватывает. Мяч под контролем.
Денис Внуков переводит на правый край. Артем Бадюк. Отыгрывается Володину. Контроль мяча у Вихолда это получается в первом тайме. Отыгрывает Денису Внукову. Ребята уже доигрывают этот первый тайм. Тренеру Ильфанета не нравится, что они просто перекатывают мяч, просят обострения игры. Что и произошло. В результате паса Романа Савченко. Аут. Да. Опасно. Опасно. Аут. Ярый будет выкидывать мячик. Сейчас Засугин выкидывает. Пытается найти предложение. Отыгрывает Коле Марчуку. Ну его прихватили. Ай-яй-яй. Пытались аккуратно. Дима Габинет, Денис Куликов, Леха Тихонов. Отыгрывает всего Засухину, который подключился с левого края. Пас на Никиту Апета, но немножко не точно. Никита Апет не успел до этого мяча. Максим Зеленцов отыгрывает с левого края. Максименко Дениса. Денис Нуков. Павел Дымов в центре. Александр Володин в краю. Играет Артему Будюку, но штрафной. Никита тут поборолся и заработал штрафной. Да. Снег усиливается. Илья Медведев переводит на Дениса. Денис отыгрывает на Дениса Куликова. Что будет дальше? Аккуратно. Аккуратно, да, опасно. Роман Савченко перехватил. После того, как Эдуард Горлов перехватил, замешкался, ждет подключения партнера, но партнер что-то не особо его поддерживает. Приходится отыгрывать назад. Шанс в контратаке потерял Ильфанет. Артем Бадюк хотел подключить Павла Дымова. Прострел. Денис Комшин борется, но мячик не вынес. Денис Нуков отыгрывает на Романа Савченко. Наверное, хотел ударить, но Денис Куликов пресек эту попытку. Опасно. И 2-0. 2-0. Проспали подключение Эдуарда Головлева. Эдуард оформляет дубль этого матча. Да. Два-ноль. ja Infoneti teise värava autoriteks oli samuti number 15 Eduard Golovjov. Влад Смолин отыгрывает Денису. Денис ищет продолжение. Здорово. Пас. Алексей Тихонов и штрафной. Илья Медведев отыгрывает Всеволоду Засухину. Засухин отыгрывает Евгению Малахову. 2-0. Ой-ой-ой, Влад Смолин решил. Ну, понятно, да, было сопротивление игрока. Он попытался просто отыграть без... Мячик Ильфанета не поднимает. Мячик опасно, это опасно, да, это с ошибкой. Никита опять все... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Отыграли, да, действительно. Можно было бы попробовать самому.
Никита Апитов, Денис Куликов, Денис Нуков. Эдуард Головлев отыгрывает в одно касание. Но здесь этот пас был прочитан Евгением Малаховым. Ой-ой-ой, не разыграли как-то. Десик Тихонов отыгрывает Апиту. Апит в центр, здорово, здорово. Дальше какое будет продолжение? Через все, но команда Инфонет уже вернулась, поэтому быстрой контратаки не получится. И вот эти вот друг другу опять не понимают. Да, очень тяжело играть, когда кто-то кого-то немножко не понимает. Инфонет спокойно играет, держит мячик. Счет вообще уже позволяет. Павел Дымов, Эдгар Тур переводит на Романа Савченко. Здорово перевели на правый край. Александр Володин вырезает. Опять же, не Павла Дымова, Дима Габинет в подкате. Сева Засухин молодец достанет, но Артем Бадюк хотел выбить через него мячик, чтобы была вот в сторону Инфонета, но не получилось. Не прошла его. Опа, Коля Марчук здорово отыграли, но Коля Марчук и опять никакого движения, только вдвоем. Где еще? Кто будет помогать? 5 человек Инфонета и 2 человека Яжи. Кто будет помогать в атаке? Илья Медведев на квадратном сантиметре обыграл, но все равно это не интересно никому, потому что мячик должен двигаться вперед. Никита опять ошибается. Роман Савченко, Артем Бадюк, пас, проникающий пас вперед. Дима Габинетов встречает, прострел, но Влад Смолин из-за спины выскакивает и перехватывает. Ой-ой-ой, как Артем Бадюк разобрался с подкатившимся к нему Всеволодом Засухиным. Атака на правом краю, Роман Савченко, Артем Бадюк. И первый тайм закончился со счетом 2-0. Автором 2 голов стал Артем Головлев. Начинается второй тайм игры 4-го тура первой лиги по футболу вместо Кохаярским футбольным клубом Ярви и итальянским Инфонетом второй команды дубль. У Инфонета замена. Выходит под номером 11 Акимов Юрий. Поменял он, наверное. Сейчас мы посмотрим, кого он поменял. Приготовление последнее перед выходом. Так, Юрий Юдакимов выходит на поле. Сейчас судья посчитает всех игроков. Готовность судей, вратарей. Все приготовления учтены. Начинается второй тайм при счете 2-0. Впереди Инфонет. 2 мяча были забиты в первом тайме. Автором их является Эдуард Головлев. Ja vahetus Infoneti meeskonnas välja läks number 19 Edgar Tuur ja tema asemele tuli number 11 Юрий Юдакимов. Комментатор, диктор по стадиону как раз нам и помог в том, кого же поменял Юрий Юдакимов. Это был номер 19 Эдгар Тур. Мяч начал контроля Инфонета. Денис Нуков давал пас в край. Немножко не точно. Денис Коншин попытался перехватить, но немножко неудачно. Александр Володин. Кстати, повторим тогда. Начался второй тайм. В каких составах команда играет. Вратарь Инфонета номер 25 Максим Зеленцов, номер 24 Александр Володин, 5-й номер Цвертков Владимир, 4-й Спиридонов Евгений, 14-й Внуков Денис, 20-й номер капитан команды Павел Дымов, 7-й номер Бадюк Артем, 30-й Савченко Роман, 15-й номер Головлев Эдуард и 22-й номер Максименко Денис. В запасе у
Инфанета. Вратарь Фокин Марк. 8 номер Григорьев Андрей. 9 Осипов Александр. 13 Булавкин Тимур. 16 Монес Алан. И 38 Котов Денис. И Юрий Евдокимов уже вышел на поле. Команда футбольного клуба Яри замен не произвела, поэтому играет в следующем составе: номер 16 в воротах Виктор Гусев, номер 77 Дмитрий Габинет, номер 80 капитан команды Евгений Малахов, 12 номер Владислав Смолин, 26 Денис Комшин, номер 42 Алексей Тихонов, номер 4 Николай Марчук, номер 22 Всеволод Засухин, номер 5 Денис Куликов. За время перерыва снег не перестал падать, поэтому поле покрылось снежным покровом, и поэтому целесообразно команда Инфанет предоставила цветные мячи, чтобы они были хорошо видны. Рисунок особо не поменялся после перерыва. У команды футбольного клуба Яры мячик совсем не держится. Инфанет пытается его контролировать, но исходя из футбольных условий и погодных условий, которые на поле, это делать очень крайне тяжело, поэтому все сводится к минимальному риску. Владислав Смолин пытался отыграться, но его опять накрыли. Пас Романа Собченко. Роман Собченко подключает крайнего защитника. Александр Володин вырезает на Юрия Евдокимова. Немножко выше. Юрий Евдокимов не прочитал. Денис Комшин выбивает, попадает в Артема Будюка, и оба остановились. Владислав Смолин опять просит движения какое-то впереди. И Максименко Денис в подкате очень здорово перехватывает. Цвертков Владимир отыгрывает Павлу Дымову, который получил желтую карточку в первом тайме. За очень грубую игру Юрий Евдокимов переводит на Павла Дымова. Отыгрывает Александру Володину. Роман Собченко, Александр Володин. Яры пошло немножко в прессинг. Это дает свои плоды. И опять все это как-то неправильно, никак не могут ребята начать первую атаку первыми. И мячик опять возвращается на половину футбольного клуба Яри. Денис Нуков отыгрывает Артему Будюку. Но Денис Комшин перехватывает пас. Максименко Денис будет вводить мячик из-за боковой. Нашел Артема Эдуарда Головлева, автора двух голов. Эдуард Головлев отыгрался. Денис Максименко сумасшедший сделал движение, молодец. И все не получилось. Поле подвело. Судя сегодняшнюю встречу, судейская бригада из главного судьи Дмитрия Кириллова. Помогает ему на линиях Янус Мутли и Мартин Лебер. Да, снег все время идет. Поле совсем белое. Футболом это уже тяжело назвать. Отыгрывает вратарю. Максим Зеленцов спокойно отыгрывает в край. Павел Дымов опустился помочь. Но я так понимаю, что Павел Дымов стал играть из центра, вышел, переместился в край после перерыва. Денис Нуков отыгрывает на Павла Дымова. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Алексей Тихонов неаккуратно. Очень опасно играет. Так. Павел Дымов не поднимается. Нужна, наверное, врачебная помощь. Опасно. Неприятные, конечно, эти. Ну, Павел Дымов
отказался от большой помощи, поднялся, готов продолжить игру. Александр Володин переводит мячик на Максименко Дениса, он отыгрывает Денису Внукову, который в первом тайме руководил всеми атаками. Ну, сейчас пас на Юрия Евдокимова, Денис Габинет перехватывает, Денис Куликов. Сложно опять. Никита опять не справился с обработкой, ошибка. Максим Зеленцов спокойно играет своему центральному защитнику Сверков Владимир, который очень редко в первом тайме получал мячи, в основном оборонялся. Отыгрывает Спиридонову Евгению, переводит игру на другой фланг, перекатывает мячик, ищет продолжение вперед, но пока это сложно сделать, на таком поле очень сложно играть. Какой-то контр Илья Медведев отыгрывает на Никиту Апета, который сместился в край, пытается обыгрывать. Судейский свисток молчит от ворот. Максим Зеленцов спокойно устанавливает, торопиться ему некуда. Отыгрывает Денису Внукову, опять же, Денис Внуков поднимает на Максименко Дениса, Денис отыгрывает Артему Будюку. Денис Комшин здорово прочитал этот пас, доборолся. Ну, в этом единоборстве посчитал судья, что Денис Комшин сыграл не по правилам. Артем Бадюк получил болезненный удар, похоже. Наверное, упал на руку. Держится за руку, упал на руку. Евгений Спиридонов начинает. Отыгрывает вперед на Юрия Евдокимова. Дима Габинет перехватывает. Но неудачный вынос. Прессинг. 4 человека уже Ильфанета здесь. Павел Дымов играет очень мелко. Юрий Евдокимов. Павел Дымов под себя хотел убрать. Илья Медведев тут доборолся и тут же опять его потерял. Да. Поле дает о себе знать. Мячик постоянно скачет. Илья Медведев в высоком прыжке. Денис Куликов ошибается в передаче. Максименко Денис. Вперед на Эдуарда Головлева, но немножко не точно. Виктор Гусев играет на капитана Евгения Малахова, у которого это первое касание мяча во втором тайме. Ой-ой-ой, Алексей Тихонов доборолся и получил болезненный удар. Как отреагирует на это судья? Судья, наверное, да, показывает желтую карточку. Максименко Денис. Алексей Тихонов тоже. Штрафной. Денис Комшин будет исполнять. Я поднялось практически все на линию штрафной, оставив сзади. Денис Комшин подает. Вот это подача какая-то хитрая была. Комбинация домашняя заготовка, похоже. Но никто ее не поддержал. Навяз. Момент. Ну, Денис Куликов все-таки забивает этот гол от скока. Все, 2-1. Яри возвращается в игру, как говорят в таких случаях. Посмотрим, придаст это уверенности в действии футбольного клуба Яри.
Инфанет отыгрывает. Максименко Денис. Юрий Евдокимов тоже пока еще не вошел в игру толком. Влад Смолин. Пас чуть-чуть. И Алексей Тихонов хотел. Денис Комшин отыгрывает на Колю Марчуку. Коля Марчук неудачно принял мячик. И от него ушел мячик в аут. Вводят мячик игроки Инфанета. Дмитрий Гюбинет в неразберихе решил ударить по мячу сам. Судья показывает штрафной. Никита Апет. И вот в команде Яри во втором тайме первый. Но судья на это пока не реагирует. Играет. Денис Комшин здорово на опережении, но мяч соскочил. Все-таки решил произвести замену. Вместо Владислава Смолина номер 12 выходит Герман Арницкий номер 2. Посмотрим, что это придаст. Герман Арницкий играет крайнего нападающего, вышел на Илья Медведев вышел опустился на место Владислава Смолина. Отыгрывает Женя Малахов. Дмитрий Гюбинет играет в край. Всеволод Засухин побежал. Опа. Аут. Последнее касание было у Севы для Засухина. Неужели команда Яры проснулась? А вот вводит мячик Александр Володин, отыгрывает Эдуарду Головлеву. Как они здорово тут разыграли с Павлом Дымовым. Прострел. Головой. Первой головой в исполнении Инфанета. Во втором тайме футбольного клуба Яра еще не было головых. Артем Бадюк подает как-то несуразно. Мячик у него соскочил. Роман Собченко пытался сделать навес. Это сделает Александр Володин. Опасно. Опасный прострел. И Владимир Цвертко замыкает прострел. Еще становится 3-1. Да. Ja väravale Infoneti mängija number 5 Vladimir Tsvetko. Илья Медведев. Ой-ой-ой. Как не точно. Медведев разворачивается. Пас. Герман Арницкий вышел в игру. Тяжело. Пас не дал. Алексей Тихонов борется. Опасно. Судья реагирует на это, да. И замена у футбольного клуба Инфанет. Выходит у нас Булавкин Тимур вместо Павла Дымова, который получил травму. Штрафной пробивает Александр Володин. Будет делать, наверное, навес штрафную.
Да. Непонятно, либо это навес, либо удар. Витя Гусев не поняли друг друга с Илюхой Медведем. Денис Нуков, который после ухода Павла Дымова стал капитаном. Яря побежала в прессинг, но поздновато уже, наверное, в прессинг бежать. ja vahetus Infoneti meeskonnas välja läks number 20 Pavel Tõmmov ja tema asemele tuli number 13 Timur Kulakин. Ярик поднимается. Коля Марчук. Володин отыграл Роману Ромченко. Не справился он с мячом. Всеволод Засухин вывел его в аут. Инфонет вводит мячик за боковой. Собченко. Володин. Опять Собченко. Отыгрывает назад. Свертко. Алексей Тихонов отправил его на газон, если это можно назвать газоном. Герман Нарницкий получил мячика. Илья Медведев. Куда Илья Медведев? Кому меняет? Перевод какой-то непонятный. Роман Собченко. Забегает Александр Володин. Здорово. Алексей Тихонов здорово отыграл. Всеволод Засухин увидел мячик. Играет Денис Внукову. Денис Внуков играет вновь прибывшему Тимуру Булавкину, который вышел специально, чтобы он потрогал мячик. Навес. Юрий Дакимов скинул грамотно. Момент. Ай-яй-яй. Ударил, забыть, как говорят. Забыл ударить, как говорят в таких случаях. Никита опять отыграл. Да. А вот вводит Всеволод Засухин, отыгрывает Евгению Малахову. Евгений Малахов. Это все поле. Это все поле. Виновато. Ой-ой-ой. Вне игры не было. И два защитника падали в подкате. А Эдуард Головлев оформляет хет-трик. Сейчас становится 4-1 в пользу команды Инфонет. Да. ja väraval Infoneti mängija number 15 Eduard Golovlev. Разыгрывает центр команда футбольного клуба Яри. Разыграли очень быстро. Илья Медведев побежал. Опять не понимают друг друга сегодня линия атаки. Друг друга совсем не понимает. Алексей Тихонов дал пас. Пас неточный. Максименко Денисова перехватил. И от Дениса Комшина мячик ушел. Илья Тихонов. Замена футбольного клуба Яри. Вместо Дмитрия Габинета выходит Равасар. Кстати, это его дебют в основной команде. У этого молодого, перспективного, молодого человека. Дима Габинет отыграл. Равасар выйдет, наверное, на место центрального нападающего. Илья Медведев опустился последнего. Посмотрим, что это принесет. Илья Медведев отборолся. И Эдуард Головлев нарушил правила. Торопятся Яри. Но судья показал, что не с того места было разыграно. Евгений Малахов будет сейчас навешивать штрафную. Очень хороший навес, качественный, но никто на него не откликнулся. И
Первой головой. Подает Гера Нарницкий. Сделал телодвижение. Навес. И Денис Куликов мог бы стать автором дубля, но мячик не захотел залетать в ворота. Райвасар доборолся первый раз. Надо встречать. Артем Бадюк. Опять Артем Головев навешивает. И Юрий Даким подхватывает, борется. Так, что там будет? Штрафничок. Штрафничок, да. Возможно, он, конечно, симулировал это, но судья показал наш штрафной. Устанавливает стенку. Там совещание у Инфанета, кто куда и что будет делать. Инфанет уже в хорошем настроении, уже доигрывает эту игру. Вратарь вообще замерз уже. Навес. Тимур Булавкин сделал навес. Денис Куликов выгнал мячик. Алексей Тихонов здорово сыграл. Ну и дальше что? Сева Засухин быстрее мяча пробежал. Но ничего, это бывает. Сегодня у всех не получается. Александр Володин здорово отыграл. Юрий Евдокимов. Виктор Гусев начал игру через Илью Медведева, который опустился на место центрального защитника. Денис Комшин играет на Никиту Апета. Никита Апет попытался обыграть, но у него не получилось. Но заработал своими активными действиями. А вот сам же его и исполнил. Илюха Медведев. Сегодня тяжело всем сегодня, все с мячом сегодня и работают не качественно. Евгений Малахов отыгрывает на Дениса Комшина. Денис Комшин скидывает на Колю Марчука, защитник. Денис Куликов дал о себе знать травму, полученную в прошлогодней игре. В прошлой игре, извините. Алексей Тихонов. Ай-яй-яй, чуть поточнее. Райвасар пытается напрягать. Еще пошел. Александр Володин получает мячик. Играет центр на Юрия Евдокимова. Перевод. Максименко Денис. Мячик у себя отпустил, но свободное пространство позволяло его это сделать. Артем Бадюк отыгрывает. Хотел сделать проникающую передачу на Юрия, но Евгений Малахов на этот раз был на чеку. Гера Нарницкий отыгрывает Сева. Сева здорово отыгрывает Раева. Раева принимает мячик. Для его возраста он знает. Отыгрывает Николе Марчуку. Николай Марчук, ай-яй-яй, не доборолись. Немножко не хватили, да. Райвасар очень хорошо. Так, в команде Инфанет замена. Вместо Артема Бадюка выходит Григорьев Андрей, номер 8. Кого-то выбрасывают. Игра продолжается после замены. Борис Алексей Тихонов прихватил. Ой-ой-ой, вот это да, это опасно. Роман Софченко, но Евгений Малахов боролись. Алексей Тихонов поднялся.
и угловой. Головой Александр Володин подает, будет исполнять. Навес. Оба вдвоем прыгнули, но ни один из них не попал. Штрафной. Как ой, Алексей Тихонов. Судья опять посчитал. Алексей Тихонов получает желтую карточку. Да. Алексей Тихонов постоянно получает карточки в каждой игре почему-то. Штрафной подает Тимур Булавкин. Так, навес. Судья дает, сейчас даст свисток. Тимур Булавкин подает. Денис Куликов выбивает, но мячик опять под контролем у Инфонета. Но Алексей Тихонов своими активными действиями, но в передачах ошибается. Максименко Денис, Эдуард Головлев переводят на Дениса Внукова. Денис Внуков играет шире. Александр Володин смещается в центр. Разрезающий пас на Юрия Закимова, но немножко не хватило скоростенки. Витя Гусев выкидывает почему-то. Да, Витя Гусев сегодня тоже не фонтан. Александр Володин опять вырезает, но у него не получилось, и поэтому и у Денис Куликов тоже не смог обработать этот мяч. Левый защитник с мячом двигается, отыгрывает на игрока, который вышел на поле, Андрей Григорьев. Денис Внуков отыгрывает Александру Володину. Володин играет на Романа Савченко. Тот попытался оббежать Всеволода Засухина, но он здорово сыграл корпусом. Оп! А вот Александр Володин обыграл Раева Сара и угловой. Погода, конечно, не фонтан в Таллине. Снег идет, усиливается, поэтому опять угловой. Опасный подали угловой. Роман Савченко доборолся, борется, отыгрывается Александру Володину. Володин Раева здорово, Герман Арницкий получил мяч вместе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пас неточный. Да. Денис Внуков. Александр Володин с ним отыгрывает. Игра в спокойное русло перешла. Играет. Коля Марчук здорово доборолся, отыграл Денису Комшину. Денис Комшин дает Коле Марчуку. Никита опять собирался провести финт Зидан, но у него не получилось. Максименко Денис играет. Получает Денис Внуков. Опять отыгрывает защитнику. Защитник переводит в центр. Александр Володин. Оп. Роман Савченко чуть-чуть не достал. Замена в команде Яри вместо Дениса Куликова. Выходит номер 5. Выходит у нас Кирилл Давиденко, номер 10. И вместо Дениса Внукова
Номер 14 выходит Алан Монес, номер 16. Счет, я напоминаю, 4-1. А вот вводит Яри. Всеволод Засухин. Отыгрывает на Кирилла Давиденко, который забыл побороться головой. Просто подпрыгнул. Максим Зеленцов, вратарь Инфонета. Играет на Максименко Дениса. Алан Монес первым касанием принял, вторым пытался отправить в край Андрея Григорьева, но Денис Комшин перехватил. Игра продолжается. Кирилл Давиденко. Опа. Пас в край. Андрей Григорьев набирает скорость. Денис Комшин в подкате попытался отобрать. Прострел. Аккуратно. Что же будет дальше? Райвасар получает мячик. Набирает скорость. Очень как-то пас. Пас, да, дал. Правильно ребята ему подсказывают, надо дать пас пораньше. Эдуард Головлев выходит, простреливает. И от ноги Евгения Малахова мяч уходит на угловой. Подает Эдуард Головлев. Отыгрались. Александр Володин, который тоже теперь стал капитаном после того, как ушел Денис Внуков. Попытался ударить. Мяч пролетел выше ворот. Виктор Гусев начинает игру через своего последнего защитника, который очень опасно сыграл. Пас на Колю Марчуку. Коля Марчук выходит. Прострел. Кирилл Давиденко. Что-то забыл ударить. Почему-то забыл. Там подпрыгнуть забыл, здесь забыл ударить. Роман Савченко подбирает мяч. Отыграл. Евгений Нарницкий здорово в подкате доборолся. Алексей Тихонов на Никиту Апета, на его любимое место левого крайнего защитника, нападающего. Он побежал опять в обыгрыш, который ничего не принес. И теперь надо бежать. Надо бежать назад. Пас. Эдуард Головлев. Что же сделает? А он разобрался и забил гол. Нет. Не, многовато. Сейчас становится 5-1. Эдуард Головлев. Да, Эдуард Головлев убежал. Роман Савченко здорово его увидел. Выдал пас, и он разобрался. Väraval Infoneti mängija number 15 Eduard Головлев. Свисток. Игра начинается, продолжается. Яри Денис Комшин отыгрывает Алексею Тихонову, который находится уже под прессом. Юрий Едокимов здорово отыграл. Дает Тимуру Булавкину. Тимур Булавкин двигается. Андрей Григорьев. И Денис Комшин выбивает мячик. Да. Тимур Булавкин выкидывает аут. На Эдуарда Головлев простреливает. Но немножко назад мячик. Володин подхватывает мяч, попробует ударить. Нет. Попробовал ударить. Хитро хотел перекинуть Виктора Гусева, но не получилось немножко. Виктор Гусев выносит. Даже не выносит, разыгрывается Алексею Тихонову, которого сзади уже напрягает. Отыгрывает на Виктора Гусева. Виктор Гусев играет на Илью Медведева. Илья Медведев второй раз попытался обыграть и поэтому получил по ногам штрафной. Отыгрывает Алексею Тихонову. Тихонов нашел Дениска Комшина. Дениска Комшин финтом отыграл Кирилл Давиденко, который никак не может попасть в игру, войти.
И мячик у него перехватили. Спокойно играет назад. Максим Зеленцов потрогал мячик. Отыгрывает Спиридонову Евгению. Катают они. Владимир Цвертко вперед. Играет на Романа Савченко. Всеволод Засухин доборолся. Герман Арнийский. Борьба. Коля Марчук. Пас. Никита. Никита опять продолжает рейд своей по бровке. Ну, второй раз у него получилось. Но где будет борьба? Почему борьбы нету? Борьба закончилась. Цвертко прихватил. Ой-ой-ой, как Гера Арнийский в подкате опасно. Волонин играет. Никита опять получил болезненный удар. Максименко Денис. Оп. Играет на Юрия Евдокимова. Юрий Евдокимов здорово в разрезающий пас, но здесь Витя Гусев этот пас прочитал. Денис Комшин обыграл своего оппонента, дает пас Кириллу Давиденко, который опять Кирилл Давиденко потеряет мячик, обрезка, и Эдуард Головлев ударил, но Женя Малахов играет на Севу Засухина, который уже тут рисует двое. Ой, здорово, как он получилось у него выйти. Пас. Опа, и вне игры, да. Вместо получившего травму Никита Апита, номер 27, выходит Роман Лебедев, номер 14. Мне надоело. Надоело, да. Офсайд. Играет Инфонет. Цветков Владимир играет в край. Максименко Денису. Денис Комшин здорово прочитал, на опережение сыграл здорово. Мячик остался у Яры. Райва Сарова для команды Яры выцарапал. Молодец. Выкинули на Колю Марчука. Он там один в окружении и теряет мячик. Vahetuskohta Järve meeskonnas välja läks number 27 Nikita Apet ja tema asemele tuli number 2 German Arnitski. Да не Герман Арнийский, ошиблась диктор по стадиону, Герман Арнийский уже давно играет. А вышел Роман Лебедев. Выкидывает Инфонет. Отбивается вперед. Рома Лебедев здорово вступил в игру первым касанием. Да, у Яры пока ничего не получается. Позиционные атаки. Инфонет. Герман Арнийский. Что это такое? Алексей Тихонов попробовал. Ой-ой-ой, Сева Засухин сразу не пошел в отбор. Роман Савченко. Ай-яй-яй-яй. Мячик у него. Герман Арнийский. Пас. Райвасар не пошел на мяч, но ошибка. Ошибки. И мячик у Инфонета. Алан Монос выносит. Здорово переводит пас на Андрея Григорьева. Тот достанет. Достал. Но Денис Комшин был тут как тут. Добежал. Инфонет выносит. Мяч выводит из-за боковой. Борьба. Андрей Григорьев борется в окружении. Умудряется дать пас. Юрий Евдокимов прицельно пробил, но Витя Гусев на чеку потащил и получил травму, наверное. Нет, вроде, да, что-то у него случилось. Выбил руку. Ай, палец.
Сломался вратарь. Что-то у него с пальцем. Требую замену. Замены уже все, наверное, произведены, судя, наверное, по протоколу. И один полевой игрок станет какой-то ворота. Да, все замены произведены. Витя получил болезненный, наверное, удар. И в ворота встает Илья Медведев. Да, что-то серьезное. Что-то очень серьезное. Наверное, в момент отбития удара, наверное, пальцем бил и неудачно выбил. Палец выше, распору вызывать проходит. Судя по всему, выбит палец. Нужна медицинская помощь. Скорая. Есть передохнуть у ребят время. Ребята из инфонета выполняют упражнения жонглирования мячом. Но все. Судья это дело прекратил. Навес Эдуарда Головлева, Роман Лебедев выручил. Да, играет команда в меньшинстве этой карьеры. Очень сложно. Евгений Спиридонов играет на Владимира Цветко. Цветко играет на Алана Моноса. Тимур Булавкин получает пас, отыгрывает на Алана Моноса, но тут Герман низкий. Ярый пытается атаковать. Борьба, но Роман Совченко. Да, одного меньше, надо ребятам перестроиться на свою половину. Встречать со своей половины. Да, игра, конечно, Эдуард Головлев пытался отыграть, но немножко не получилось. Райласар не знает, что ему делать, что в его положении очень понятно, потому что дебют очень тяжело. Опять неточный пас. Алексей Тихонов здорово Сева Засухин отыгрывает Колю Марчуку, оставляет ему мяч, потому что Сева Засухин заслужил этот рейд. Сева Засухин ударил, но уже сил уже не хватило провести удар. Тоже удар был просто от бессилия. Инфонет продолжает в своем духе. Илья Медведев в роли вратаря выбил мячик. Не мудрствуя лукаво, играет Денис Комшин. Отыграли тут в стеночку здорово на краю с Колей Марчуком. Что будет дальше? Этот пас, конечно, был прочитан уже давно. И Александр Володин с ним очень хорошо справился. Переводят на Тимура Булавкина. Дальше на Романа Собченко. Роман Собченко здорово стреляет на Эдуарда Головлева, который уверенно оформляет. Да, Роман Собченко сделал. Да, это уже очень печально.
ja värava lõi taas Infoneti mängija number 15 Eduard Golovlev. Эдуард Головлев уже забил, наверное, 4-й или 5-й гол. Какой гол забил Эдуард Головлев? Я уже сбился со счету. Герман Равницкий, двигаясь к Комшину, и финальный свисток прозвучал со счетом 6-1. Команда Инфонет обыграла футбольный клуб Яры. Всем спасибо за внимание. До новых увлекательных встреч.